Нарезать равные 6 слоев марли, сделать складки, затем сшить на машинке. Весь процесс создания одной маски занимает у бабушки Совдат не более 5 минут. Но при посещении нашей съемочной группы одна из сделанных масок защищает и саму бабушку. За пределами камеры меры безопасности в этот период соблюдаем и мы. Делать средства защиты Совдат Мархиева начала около месяца назад. Узнав из уст внука, что они с добровольцами шьют маски для нуждающихся, сама предложила свою помощь. قمال سين حافظة شيء سنتيك خوندل أوبتني يودع أس بوخ سين حط يتصبر بريسبوبليكا يشام خليل تنش تيك سجلاسني داش إيش كات حائز داتس Сегодняшняя партия составит около 400 масок. В день их бабушка может шить порядка 100. В этом ей помогает и 50-летний опыт работы швеей. Специально hier steht so bad steek schmies. Ja, so da schön haben sie ihr bloß die Материал для масок помогает приобрести представители комитета по делам молодежи, где и состоит внук. Они же и раздают их нуждающимся в разных районах региона. А перед тем, как отдать, в целях профилактики обязательно просят их продезинфицировать. Острая нехватка масок ощущалась и в семье Хамхоевых. Так что выйти в магазин или в аптеку приходится с риском для здоровья. К тому же, достать их сейчас очень непросто, а шить самостоятельно порой не хватает средств. Раздаем их людям малоимущим, людям с социальными проблемами, тем, кому их приобрести, их будет проблематично сегодня. Как бы то ни было, в магазин или же за медицинской помощью, или же в аптеку людям приходится выходить. Поэтому если даже небольшую долю безопасности эти маски дают, то мы считаем, что лучше они будут у этих людей, нежели нет. Помогают в акции представители молодежного совета Карабулака, которые также стараются помочь жителям региона по мере своих сил. Продуктовую помощь оказать ассоциация фонда администрации, фонда от молодежного совета из возможностей. Маски же дал могла первую акцию художества комитета отдельно регион. Азмар был уже с первого дня дал могла опять же продукты шамар закупить, раздать или архадет. Такие маски уже успели раздать в Сунжском и Малгобекском районах. В дальнейшем средства защиты, шитые заботливыми руками бабушки Совдат, будут носить не только в малообеспеченных семьях региона. Вручили маски сотрудникам нашей телерадиокомпании. В этом пакете около 200 масок, они многоразовые, их можно спокойно постирать, выгрузить утюгом и обратно надеть. Хотелось бы сказать большое спасибо, потому что мы все-таки журналисты тоже находимся на передовой. Каждый день должны освещать жизнь региона и обстановку с коронавирусной инфекцией. Ну а волонтеры сегодняшней акции просят жителей региона соблюдать карантин и этим уберечь не только себя, но и своих родных и близких. Сейчас все зависит от наших действий, то есть то, как мы к этому отнесемся. Мы можем пожалеть очень сильно об этом спустя некоторое время, а можем сейчас включить свою сознательность, пересидеть небольшое время дома. Дана Плиева, Тамерлан Ужахов, Новости 24.